На газовое оборудование водитель из села Хатаца Иван Спиридонов перешел 11 лет назад. Взвесив все плюсы и минусы, Иван решил, что заправка метаном для его автомобиля наиболее выгодна, несмотря на то, что заправиться можно только в Якутске. Плюс цена, наверное, это природный газ. Сравнивал, сколько я езжу. Я в день где-то 100 километров езжу, да. И если перевести на рубли, я где-то потратил бы где-то 550 рублей, да, в день. А сейчас у меня 200 рублей выйдет. Возможность реальной экономии у автовладельцев Якутска существует уже давно. Первые мастерские по переоборудованию бензинового и дизельного автотранспорта для работы на газе появились еще 16 лет назад. Сегодня в Якутии функционирует 2 авторизованных центра с разрешением на данный вид работ. Один из них расположен в городе Мирном, второй продолжает свою работу в Якутске. Воспользоваться услугой могут как владельцы личного авто, так и предприятия. Любой, у кого есть наличие автотранспорт, и кто желает сэкономить на топливной составляющей своего автотранспорта, может нам записаться, по очередь подойдет, и мы можем его автотранспорт перевести для работы на газовом топливе. Вот перед вами стоит машина ЗИЛ-130, ее утром поставили, вечером ее заберут. В принципе, 8-10 часов для того, чтобы переоборудовать одну машину. Стоит напомнить, что переоборудованный автомобиль не теряет способности работать на привычном топливе. И если автовладелец окажется в местах, где газовая заправка отсутствует, то его железный конь по-прежнему останется на ходу. На данном автомобиле стоит газовый редуктор метановый. При запуске двигателя автомобиль работает на бензине, при прогреве автоматически переходит на метан, на газ. Если газ кончится, автоматически переходит на бензин и продолжает работать. Пожалуй, самым главным вопросом в переоборудовании автомобиля является стоимость работ. С этого года основную финансовую нагрузку взял на себя республиканский бюджет. Тем, кто готов перейти на метан, регион компенсирует 90% стоимости. В первую очередь это экономия. Вот приведу пример. Раньше привезти машину, например, Toyota Premium либо Allium, стоило 100 тысяч рублей для человека. Сейчас, если они обратятся в наши авторизованные центры, и вот льгота, которая от республики предоставляется, им переоборудование обойдется человеку, нашему якутянину, в 10 тысяч рублей. 90 тысяч республика берет на себя. Я напомню, такое решение Александр Сергеевич принял на 2022 год, и мы, соответственно, по нему работаем. Какое топливо выбрать? Автовладелец решает это, исходя из личных возможностей и автомобильных потребностей. Главное знать, что сегодня в Якутии на одну возможность стало больше. Анна Пшенникова, Владимир Павлов, Джуластан Иннокентьев, Якутск.